11 часов в Башкирии. Доброе утро. В эфире программа «Аспекты мнения». У микрофона Дмитрий Колпаков. Наш сегодняшний гость, член СПЧ при главе Башкирии, депутат Горсовета Благовещенска Сергей Жуков. Добрый день, Сергей. Здравствуйте. Наша трансляция идет в YouTube, Одноклассниках, ВКонтакте. Пишите в чате трансляции свои вопросы и комментарии. Сергей, мы начнем, пожалуй, с того, чем мы закончили в начале мая, с предыдущий с нами ваш диалог. Будете ли вы в итоге участвовать в выборах осенью в Госсобрании? Это нас спрашивают как бы читатели, потому что так все-таки не было понятно, определились вы или не определились. И вообще, как думаете, насколько честными и прозрачными будут эти выборы, учитывая поправки в выборное законодательство? Нет, я однозначно не планирую участвовать в этих выборах. И вопрос, как они проходить будут, я, конечно, тоже сказать не могу, потому что я даже не знаю, не отслеживал, будет ли это 3 дня, будет ли это неделя, то есть у нас же там какие-то изменения. Но если смотреть с этой точки зрения, то я, конечно, считаю, что любые выборы, которые проходят больше 1 дня, это выборы, которые нацелены на то, чтобы забрать у кого-то победу. Я считаю, что 1 день крайне сложно проконтролировать, учитывая то, что, например, если депутата уровня Курултая выборы от 30 и более избирательных участков в себя включает, то я, конечно, считаю, что 3 или неделю проконтролировать практически невозможно. Такое огромное количество избирательных участков. И, честно говоря, в правдоподобность таких выборов я уже не верю. А вот учитывая общий фон, как бы общественно-политический и даже, не побоюсь этого слова, военный, в стране, которая сейчас нагнетается, на ваш взгляд, изменятся ли расклады в муниципальных советах и, допустим, вот в нашей региональном заксобрании? Я думаю, что нет, потому что надо понимать, что существует такое понятие, как фильтр, да, и фильтр может быть любым, то есть хоть законодательным, хоть неписанным фильтром. На этапе, самое важное происходит на этапе регистрации. Вот именно на этапе регистрации отсеивают все ненужное, грубо говоря. И далее этапа регистрации обычно ненужные не проходят. А те, которые проходят, но они могут просто не идти на победу. Они просто ее проходят для того, чтобы занять место в бюллетене. И я считаю, что серьезных изменений не предвидится. Судя по тем лицам, которые уже, например, от «Единой России» выдвигаются в Госсобрание, я думаю, что состав изменится максимум на 1/3, даже у того же Государственного собрания Курултай. А вот политолог Екатерина Шульман, признанная Россией иностранным агентом, в интервью «Бильд» на русском сказала, высказала свое мнение, что не все депутаты, в том числе «Единой России», сейчас хотят снова поучаствовать в гонке за мандат. Вот ее прямая цитата. Если раньше это было выгодно, то есть мандат, для бизнеса это было престижно, красивый, модный вип-аксессуар, то сейчас это повышает видимость как для внешних, так и для внутренних врагов. Люди, видимо, не хотят связывать с официальными постами, учитывая туманную обстановку, сказал Шульман. Вы согласны с этим высказыванием, что не все сейчас предприниматели, бизнесмены хотят вновь заполучить мандат? Да, я отчасти согласен. Я не знаю, где-то уже это слышал. Возможно, в том эфире, где депутат Хафизов был, возможно, вы с ним этот вопрос обсуждали, но я где-то уже слышал. Да, я, в принципе, с этим согласен. Честно говоря, на сегодняшний день депутат Курултая, точнее, мандат депутата Курултая, он накладывает больше ответственности, чем дает каких-то полномочий. И, лично надо быть либо большим патриотом, либо абсолютно свободным человеком от посторонних дел для того, чтобы изъявлять волю, изъявлять желание какое-то стать депутатом Государственного собрания. Да, отчасти сегодня разрешили депутатам не сдавать отчетность, но я думаю, что эта история будет недолгой. И в том случае, когда настанет, условно говоря, мирное время, все может вернуться обратно. А я, допустим, знаю несколько таких бывших депутатов, которые на волне, не знаю, поддержки от власти, что ли, становились депутатами, а потом, когда наступала декларационная кампания, они просто сдавали мандат.
А почему? Потому что они боялись показывать свои доходы. Они боялись показывать свои доходы там, как сказать, в страхе там за свою семью. И они боялись, наверное, боялись показывать свои доходы в связи с тем, что они были слишком большими. И получается так, что ты предприниматель или же ты крупный бизнесмен, у которого есть деньги, ты работаешь, зарабатываешь хорошие деньги, и тут наступает декларационная кампания, которая тебя просвечивает просто как яйцо под лампой. И у тебя видно все, какое у тебя имущество, какой у тебя доход, сколько получает супруга, какая у тебя машина. Да, и не все люди зарабатывают честным трудом. И многие депутаты могут тоже быть из тех, которые не зарабатывают честным трудом. И когда ты вынужден сдавать декларации, это, конечно, может только мешать. Примерно Ну, так. ну, Трамп в Америке до сих пор налоговую декларацию не сдал, ничего. Скажите, пожалуйста, а вот, допустим, вот эта вот депутатская корочка депутата Крутая, она так сильно помогала раньше, вот в старые времена? Вот чем она могла помочь? Ну, в то время сам по себе, наверное, депутатский запрос из себя что-то представлял. В то время был определенный статус, орган. Сегодня же вот эти представительные органы, все, причем все, включая местные советы, они становятся более эффективными, чем эффективными. Почему они становятся эффективными? Потому что власть душит, постоянно душит вот этими фильтрами кандидатов, и в страхе того, что может пройти кто-то там оппозиционный или какой-то резкий депутат. И туда просто наполняются конформисты. Те люди, которые голосуют по команде, те люди, которые не имеют или не хотят проявлять собственное мнение. И мы получаем такие представительные органы и законодательные, которые как бы выполняют больше чью-то указку, чем двигаются в интересах там, населения, в интересах народа. Сегодня, если посмотреть, как, допустим, голосует Государственное собрание Курултай, да, даже тот же самый Хафизов, который строит из себя оппозиционера или как минимум независимого депутата от КПРФ, он так же, как и все, абсолютно голосует по всем законам, и максимум, что он может, это воздержаться. Ну, о чем это говорит? Это Так у говорит них о там крайне... фракционная солидарность, или как это называется, фракционная дисциплина, по-моему, это Да, называется. партийная дисциплина, да. Возможно, что партийная дисциплина, да, я согласен. Но есть же, по-моему, были такие ситуации, что если взять партийную дисциплину, когда, например, Москва, КПРФ голосовала там по определенному закону так-то, а наше государственное собрание практически единогласно голосовало по-другому. То есть, здесь что-то партийная дисциплина не работает, получается. Сегодня Государственное собрание Курултай однозначно наполняют абсолютно системные кандидаты, точнее депутаты. И я думаю, что в целом ситуация не изменится. Пока на горизонте не видно ни одной такой фигуры, которая была, что-то бы представляла из себя что-то самостоятельное. Но однозначно я уже знаю, что будут кандидаты, которые хотят быть в Государственном собрании и что-то из себя представляют. То есть теоретически эти люди должны разбавить Государственное собрание, но я думаю, что в целом картину это никак не изменит. А вот коммунистов мы затронули уже. Смотрите, у нас прошли в мае череда сходов в Заурале против разработки недр, там, против золотодобычи и так далее. В принципе, эти сходы были согласованы с местной администрацией. И Компартия буквально на этой неделе осудила своих членов, которые принимали участие в этих сходах. На ваш взгляд, это слив протеста ради будущих мандатов или просто как бы такая, прогнулись под общую линию? Вот это демонстрация системности. Самая яркая демонстрация системности. Я не так давно, 2-3 недели назад прошел обучение высшей партийной школы «Единой России». Я прохожу там обучение постоянно. Почему? Потому что, во-первых, «Единая Россия» демонстрирует то, что
двери открыты для всех, несмотря там на какие взгляды. Во-вторых, там выступают реально крутые спикеры, я думаю, что одни из лучших, наверное, в России. Это реально полезно с политической точки зрения, с точки зрения развития в политической среде. Мне очень нравилось посещать вот эти занятия, эти уроки там. И один из спикеров из Высшего совета партии «Единая Россия» говорил так, раздавая характеристики политическим партиям. ЛДПР одиозные, оппозиционные, еще другие, конечно, я не буду озвучивать. А КПРФ власть позиционирует как партию, которая ищет договорников, то есть она сама выходит на эти договорники. И ни для кого не секрет то, что, по крайней мере, существуют такие слухи, что у нас мандаты все-таки распределяются между партиями, и каждая партия претендует на свой кусок, и она знает, что ей положено. Например, там новые люди знают, что минимум 5 мандатов они должны получить. ЛДПР знает, что они, скорее всего, должны получить 7 мандатов, а КПРФ знает, что 10. Но все хотят больше, и идет вот эта торговля, такая, условно говоря, торговля. Есть какие-то... Вот это осуждение сходов, это элемент этой торговли. Не столько торговли, сколько, условно говоря, такой политической борьбы. Возможно, кто-то из руководства КПРФ хотел таким образом доказать свою системность, свою такую властную кость такую, что мы не совсем другие, мы ничем от вас не отличаемся, мы прекрасно понимаем, что сегодня никакие митинги и что-то там подобное проходить не должно, из-за этого мы осуждаем публично, и все. Обычно же как делается, то есть если мероприятие невыгодно власти, его всячески начинают дискредитировать, и чем больше и с разных сторон его дискредитируют, тем это эффективнее получается и лучше. И когда КПРФ, такая народная коммунистическая партия, которая поддерживает в основном пенсионеры, люди среднего и взрослые люди, выходят и осуждают это, это похоже больше на элемент. Что мешало КПРФ просто промолчать и не обращать внимания на это? А вы не считаете, что КПРФ за Урале за счет этого осуждения может потерять какое-то количество голосов на предстоящих выборах? Все-таки они пошли, как мне кажется, на мой взгляд, и мое субъективное мнение, что они пошли против своего электората, ведь там были многие тысячи людей, которые когда-то, может быть, голосовали за КПРФ. Я считаю, что по большому счету это вообще никак не изменит и ситуацию. КПРФ, оно уже утратило, мне кажется, свою поддержку реально. Уже не раз дискредитировало себя не только на местном, но и на федеральном уровне. Я не могу сказать, что КПРФ это какая-то плохая партия, но если взять, допустим, меня в нашем районе КПРФ, то ее просто не существует. КПРФ у нас приблизительно то же самое, что и Ленин. То есть, Ленин стоит, значок КПРФ есть, вот и все. Между тем прошел инвестиционный сабантуй за Урале. На пленарной сессии глава Башкирии Ради Хабиров анонсировал, что власти республики предоставят концепцию существенной либерализации инвестиционного законодательства уже в июне, а с июля будут упрощены механизмы присвоения проектам статусов приоритетного и получения земли под реализацией инвестиционной деятельности. Вы предприниматель, вы близки к этой теме. На ваш взгляд, что в первую очередь нужно либерализовать, какие механизмы, что нужно упрощать прямо немедленно, чтобы смазать бизнес-механизмы? Я вообще этого боюсь. Я боюсь, и более того, я не столько со стороны главы, а сколько вообще в эту концепцию не верю, в благие намерения, в эти я не верю. И либерализация в этой области может допустить только улучшение прохода бизнеса того, у которого были проблемы. Что это может быть? Это бизнес связан с ухудшением экологии, это бизнес связан с застройкой, например, в территории близкой к городским поселениям или еще что-то. Я считаю, я не вижу на сегодняшний день, я не вижу никаких больших проблем серьезных для ведения бизнеса. И проблема это как можно понять это? Если глава района
или правительство республики заинтересовано в развитии какого-нибудь инвестиционного проекта, они без каких-либо проблем и раньше включали эти проекты в приоритетные, давали им поддержку, протаскивали эти проекты. Если у инвестора есть деньги, если у инвестора есть там проект и территория, которая ему понравилась, существует, то инвестор заходил, начинал строить, и все было хорошо. Что можно либерализовать в существующем законодательстве, если на сегодняшний день и так инвесторы хорошо строят? Ну да, я допускаю, что запретить публичные слушания, выдавать земельные участки без конкурсов и тому подобное, без спроса там населения этой территории. Например, укоротить какие-нибудь, прохождение каких-нибудь экспертиз, которые сегодня там проходят за год, за два, за три, допустим, ну, условно говоря. Вот это можно либерализовать. Я не думаю, что от такой либерализации будет какая-либо существенная польза. Да, может быть, будет строиться что-то больше, но что это будет строиться, какое качество этих объектов будет. То есть правильно ли я понял, что обратная сторона либерализации – это строительство вредных предприятий, точечная застройка, ну и же с ними? Ну, мы же находимся вот в этой ситуации, мы до сих пор сидим на пороховой бочке, и я как бы до сих пор уверен в том, что она взорвется. Это Благовещенск там находится в зоне риска по поводу строительства мусорного полигона. Раиль Фаридович обещал, что мусорного полигона в Благовещенске не будет, но вот сегодня Раиль Фаридович обещает, допустим, да, завтра либерализуется вот это законодательство, и Раиль Фаридович уже не сможет с точки зрения закона запретить строить там полигон, хотя он даже обещал это. И более того, предприниматель может зайти, построить что-то другое, допустим, ну, какое-то предприятие, условно говоря, а потом потихоньку это предприятие, которое связано с мусорной сортировкой, допустим, также превратится потихоньку в полигон. И вот они, плоды либерализации. Сегодня там наш район весь против строительства такого объекта, а завтра мы все будем против, а закон будет позволять это, и никаких проблем для строительства такого объекта уже не будет. Ну, коль мы затронули уже мусор, давайте перейдем к местной повестке Благовещенской, мусорной реформе в Благовещенском районе. Я посмотрел ваши социальные сети, у вас буквально каждый почти последний пост посвящен вывозу мусора. Неужели так сильно зафанила эта тема у вас в Благовещенске? Да, не знаю, что происходит. Проблемы, конечно, существуют и с вывозом мусора, но не столько с вывозом мусора, по крайней мере, я акцентирую не столько на вывозе мусора, потому что это регулируемый вопрос, а столько на уборке контейнерных площадок, потому что это тоже регулируемый вопрос, который вне зависимости от вывоза мусора можно регулировать. То есть это же все-таки разные, как бы сказать, зоны полномочий. Вывоз мусора осуществляет региональный оператор, а уборку контейнерных площадок осуществляет муниципалитет. Если там региональный оператор, допустим, плохой, там, ну, пожалуйста, давите на него с помощью меры административного воздействия, заставляйте его убираться, там, штрафуйте, я не знаю, все что угодно, воздействуйте, какие меры есть. Площадки-то убирайте. Площадки должен убирать муниципалитет. Муниципалитет здесь, муниципалитет в городе. Они хозяева этих площадок, и они не могут убрать. Они не видят мусор, они не видят у себя то, что весь город просто находится в мусоре. Ну и самое главное, это здесь не столько, сколько его не убирает, а то, что вот этот неубранный мусор, это чисто иллюстрация, демонстрация просто профессионализма тех, кто должен этим заниматься. Здесь я уже даже обсуждать этот вопрос не хочу. Дело в том, что эти контейнерные площадки просто не существуют. У нас стоят контейнеры в чистом поле, условно говоря, где-то на бетонной плите, где-то просто там на земле стоят лужи возле этих контейнерных площадок. И это не огорожено, нет никакого ни ограждения, нет никакого навеса. Собаки, ветер, ну и, естественно, весь этот мусор оказывается на земельных участках жителей микрорайонов. Вот в чем самая большая боль и проблема. То есть жители жалуются именно на то, что этот мусор разлетается. Да, мы можем жить прекрасно и с баками, стоящими в поле. Но мы не можем жить, когда мусор с этих баков прилетает к нам на земельные участки. Я вот сейчас посмотрел в соцсети администрации Благовещенского района, они наоборот обвиняют жителей в том, что не тот мусор они скидывают. Допустим, нельзя складировать шины
колеса там, допустим, потому что это не бытовой мусор, или ветки, или смет там, допустим. Сами жители виноваты, потому что они захламляют вот эти контейнерные площадки не тем мусором. Ну, для начала работа администрации, она, конечно, на сегодняшний день немного трансформировалась в то, что обвинять людей в том, что они виноваты, это и есть работа администрации. Но на сегодняшний день пока примерно такая ситуация. Логически во всех областях наблюдаются какие-то определенные проблемы, и это накапливается. Это накапливается. И сегодня я скажу то, что в Благовещенске какой-то нездоровый фон, нездоровая атмосфера в разных областях, практически во всех, люди чем-то недовольны. Это говорит о чем? И причем недовольство возникает в таких достаточно пустяковых вопросах, в бытовых каких-то, да, и учитывая то, что во всех областях есть недовольство, это превращается в ком и просто портит атмосферу. И сегодня, если, допустим, взять 2-3 года назад, у нас что-то здоровое какое-то взаимодействие было между администрацией там, и населением, то сегодня, если говорить откровенно, есть какой-то небольшой негативный фон. То есть и этот фон просто связан с обычными управленческими недоработками, которые просто ухудшают там, жизнь населения. А что за тема с отключением домов от газа в Благовещенске? Ну, я знаю, что в Уфе была такая проблема зимой. А у вас что случилось? Все то же самое, как и в других районах республики. Дома старые, как и везде, жилой фонд 20, 30, 40 лет. Газовые колонки, приходит «Газпром», проверяет вытяжку, вытяжка не работает, и отключают газ, все, дом остается без газа, люди остаются без горячей воды. Есть дом, который останется теоретически без отопления, если не сделаются эти вент-каналы. И на сегодняшний день выхода из этой ситуации нет. Почему? Потому что этим вопросом никто не занимался. Администрация, конечно, говорит о том, что делали собрания. Да, я прекрасно понимаю, что, возможно, собрания и делались, но люди серьезность проблемы это не поняли. Я проводил собрание по этому поводу с жителями. Вот когда люди видели объявление о том, что их дом отключат от газа, тогда они начали понимать всю серьезность ситуации. А что самое страшное, то что вот вчера даже посмотрел выпуск администрации, хорошо, что хоть администрация на публичных страницах своих реагирует. Сотрудник администрации говорит о том, что да, было в Уфе, выделили по поручению главы республики деньги на ремонт дымоходов, но мы уже направили письмо в Министерство ЖКХ и устно говорим о том, что в Благовещенск выделять деньги не будут. А выделять не будут, потому что это незаконно. Я так подумал, значит, если в Уфе выделили, это законно, а в Благовещенске незаконно. И несмотря на это, я прекрасно понимаю, конечно, о чем чиновник говорил, несмотря на это, мы все-таки написали коллективное обращение, его поставили на контроль. Но, опять же, вот как с либерализацией вот этих законодательств, да, то есть опять ручное управление, только ручное управление. Если до главы республики этот вопрос не дойдет, если этот вопрос не дойдет до премьера республики, если они в ручном режиме не примут, не позвонят в Министерство ЖКХ или в местную администрацию и не заставят сделать так, как было сделано в Уфе, то, скорее всего, да, будет именно так, и придется жителям делать это за свой счет. А сколько домов отключено уже? И сколько планируется отключить? По-моему, 6, в общем 16, приблизительно вот так. А Но это достаточно много. В зоне риска вообще сколько домов вот такого типа в Благовещенске? Но на сегодняшний день в зоне риска отключения 10 домов. 10 домов. То есть уже 6, по-моему, отключили. И около 10, может быть, чуть больше там в зоне риска. Но зоны риска не существует. То есть почему? Потому что они все будут отключены, они не в зоне риска. Они все будут отключены. И более того, здесь возникли такие вопросы, когда приходят с замерами, и люди ставят под сомнение эти замеры. То есть специалисты замеряют тягу в вент-канале,
говорят, что нету. Ну, вот, по крайней мере, я общался лично с людьми. Потом собственник просит еще раз замерить, производит повторный замер, и оказывается, что тяга есть. То есть люди ставят уже под сомнение и сам факт вот, то есть правильности замеров и их правдоподобности. Ну а почему тогда не позвать независимого оценщика? Этот вопрос должен кто-то администрировать, а его никто не администрирует. Этим вопросом должны, вот, по моему мнению, этим вопросом должны заниматься местные власти. Я считаю, что специалисты из отдела ЖКХ должны ходить, просто жить в этих домах до тех моментов, пока вопросы не будут сняты, пока жители не получат ответа на все вопросы, пока жители либо не решат эти вопросы самостоятельно, либо пока им не поможет сама власть. Ну, для чего еще власть нужна? Чтобы жители сами разбирались со своими проблемами? Я думаю, что нет. Глава администрации Олег Голов вчера сообщил, что вот власти района снова подали заявку на участие во всероссийском конкурсе лучших проектов на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Насколько мы помним, 3 года назад аналогичный проект был в центре Благовещенска реализован. А вот сейчас, вот 3 года спустя, посмотря на него, как вы можете характеризовать? Прижилось, не прижилось? Пользуются горожане качество вот этого строительства? Потому что я помню, там были какие-то нарекания. Все эти истории я крайне поддерживаю. Это очень круто. Молодцы. И Олег Голов молодец, если от них зависела как бы вот эта победа. Молодцы. Я считаю, что это очень нужно. Но качество, конечно же, хромает. Качество хромает. Мне кажется, я был и в других городах. Я в прошлом году и позапрошлом году объезжал республику по как раз вот таким территориям, где делались парковые зоны. Честно говоря, мое субъективное мнение, у нас сделали хуже, чем во всех районах. Хуже сделали. В чем именно? Какие детали вам не понравились? Что именно? Ну, качество, во-первых, такая же примерно ситуация, как и там где-то на Кашкадане, где вместо одного дерева совсем другое дерево. Когда строят скейт-площадки, которые разваливаются на следующий год, в которых появляются дыры, и металлические части загибаются наружу, которые представляют опасность для детей. Плитка, которую перекладывали 2 или 3 раза. Я до сих пор объект прошлого года не сдан. То есть они уже даже в суд там ушли. То есть судятся, там фонари до сих пор не горят. То включается свет, то выключается свет. Вот мне приходится выходить там, допустим, вечером на улицу, брать видеокамеру и снимать, что в парке не горит свет. Ну, вот до такой степени, то есть. И, ну, честно говоря, люди называют его бесхозным. То есть, к сожалению, да. То есть у парка должна быть дирекция. Должны быть лица, которые отвечают за этот парк, следят за ним и ухаживают там. То есть им надо управлять. И давайте зафиналим темой передвижения служебных машин администрации Благовещенского района. Я знаю, что вы всю весну активно продвигали эту тему. Чем все закончилось в конце концов? Закончилось тем, что практически ничем не закончилось. История, по сути, продолжается. Есть решение суда, по решению суда привлекли руководителя по управлению по благоустройству по статье о самоуправстве за то, что он использовал транспортные средства в личных целях. А глава администрации, условно говоря, ушел от ответственности по нереабилитирующим основаниям. То есть, по сути, его дело было закрыто только в связи с истечением срока давности. То есть это никак его не оправдывает, и то есть факт использования транспортного средства остается фактом. На сегодняшний день, естественно, учитывая то, что я знаю, как шло дело, что сначала ушло в Стерлитамак, потом ушло в Благовещенский суд, глава администрации сначала ушел в отпуск, потом случайно заболел и тому подобное. То есть время было специально протянуто, сроки давности по таким делам составляют всего 3 месяца. Эти 3 месяца истекли, и, естественно, дело было закрыто. Естественно, я не стал ждать, то есть я не согласен с таким решением. На сегодняшний день я уже направил новый депутатский запрос по этому поводу. Но, к сожалению, прокуратура пока не усматривает состава преступления, но
учитывая то, что на данный момент мне известно о том, что прокуратура хочет не усмотреть состав преступления, я уже однозначно решение прокуратуры, если оно будет такое, когда они не усматривают состав, я его точно обжалую, потому что я состав точно усматриваю, потому что он есть. То есть голову пытались привлечь по 19.1 самоуправства административного кодекса, насколько помню, да? По суду его не привлекли, но то есть... И штрафа, соответственно, нет. Да, штрафа нету, но сам факт признан, то есть А вот в это заключении чиновника, прокуратуры указано то, что да, то есть он использовал транспортные средства в личных целях. а руководитель МУБа, получается, чем он отделался еще раз? Он что? Да там штраф 500 рублей, то есть это штраф смешной, но надо понимать, что это коррупционно-административная статья. Я не знаю, как сейчас, то есть как будет смотреть на это. На сегодняшний день как будет смотреть Олег Евгеньевич Голов на то, что у него руководитель МБУ является осужденный, привлеченный к административной ответственности по статье самоуправства. Я не знаю, то есть здесь как бы решение работодателя, все-таки это учреждение бюджетное. Ну, не знаю, я думаю, что Олег Евгеньевич сохранит, ведь все-таки команда должна быть однородной. Я так понимаю, вы затеяли вторую серию просто уже. Конечно, однозначно я это дело доведу до конца, потому что машину никто не поставил. Они все так же продолжают ездить на транспортных средствах. И более того, они сейчас, на сегодняшний день, они пытаются доказать, что они имеют право ездить домой на служебных машинах. И самое интересное, я как бы общался с сотрудниками, я сказал, если вы не докажете, что сегодня они не имеют права ездить на машине, я прошу дать мне ответ о том, что нарушений нету, и они имеют право ездить на служебной машине к себе домой и обратно на работу. Я таким образом, с помощью вашего ответа, дам разрешение всем чиновникам Республики Башкортостан, ну и, наверное, России, потому что все-таки это же будет как бы судебная практика, в том числе и правоприменительная практика. Я разрешу всем чиновникам ездить домой на машинах, главным врачам, руководителям бюджетных учреждений, директорам школ, там, я не знаю, руководителям тех же самых организаций по благоустройству, главам администрации. Все смогут в России ездить на машине домой. Ну что же, держите нас, пожалуйста, в курсе, и мы будем следить за этой ситуацией. Спасибо вам большое, что вы нашли время для того, чтобы выйти в эфир. Друзья, расшифровки этой нашей беседы вы сможете найти на сайте «Аспекты медиа», в телеграм-канале «Аспекты». Следите за событиями, следите за анонсами. Всего доброго. До свидания. До свидания.